Оскорбления, Тугодум, что ли? угрозы, насмешки. С так называемой прессой. Журналисты сайта Нокта подверглись оскорблениям и агрессии со стороны депутатов Народного собрания Гагаузии. Журналисты делали свою работу, освещая открытое заседание Народного собрания. Депутаты не закрыли заседание и не назначили дату следующего заседания. Они объявили перерыв, а во время перерыва пресса имеет право находиться в зале заседания, поскольку заседание продолжается. Гагаузские депутаты решили выгнать прессу из зала, а когда репортеры Нокта потребовали соблюдения закона и своих прав и отказались покинуть зал заседания, депутаты перешли к давлению, угрозам и оскорблениям. Давайте посмотрим, как это было. Даже не просим аккредитацию, мы вас пускаем в зал и будем пускать, проблем никаких нет. Но, пожалуйста, идите на 2 часа на перерыв, в 14 часов, пожалуйста, приходите. Если к этому моменту мы к чему-то договоримся, мы продолжим заседание. Сейчас объявлен перерыв, поэтому, пожалуйста, не надо переначивать, потому что я понимаю, что вам нужна острая информация, перчика, так скажем, но это излишне. Подождите, что значит... Я не буду комментировать, пожалуйста, до 14 часов. Народное собрание приняло решение. Удалитесь, пожалуйста, в 14 часов приходите. Хорошо? Подождите, что значит вы нас отпускаете? Мы являемся СМИ, мы имеем право находиться на публичных заседаниях в любой момент, когда оно происходит. Если вы не назначили дату нового заседания, мы имеем право здесь находиться, даже если перерыв. А мы имеем право вас проголосовать отсюда? Нет, вы не имеете права. Не будем спорить с так называемой прессой. Давайте дружно встанем, пойдем в другое место и побеседуем спокойно. Почему? Ну хватит наглеть. Подождите, что значит закрытые заседания? По регламенту заседания являются открытыми. Мы имеем право здесь находиться, вы нарушаете сейчас закон. Вас попросили удалиться, уходите, пожалуйста. И что, Сергею позвонить? Ну я понимаю, что вам это выгодно. Но мы отсюда не выйдем. Но мы не выйдем отсюда. Попросите охрану. Они хотят, чтобы мы вышли отсюда. Нет. На 2 часа. Это не заседание, это перерыв. Но если мы выйдем отсюда из-за них, тогда зачем мы вообще пришли сюда? Кто они такие, скажите? Конечно. Проголосуем на 2 часа. Еще, чтобы они услышали, но сами остаемся говорить. Перерыв происходит для депутатов Народного собрания. СМИ имеют право находиться в зале заседания, пока не будет назначена новая дата заседания. Эта дата... Мы говорим сделать до 2 часов перерыв. Перерыв. Во время перерыва мы имеем право здесь находиться. Перерыв для депутатов, не для СМИ. Это не заседание, это перерыв, и мы имеем право здесь находиться. Это помещение Народного собрания. Это помещение Народного собрания. Вы назначили дату нового заседания? Вы назначили дату нового заседания? Вы ничего не назначали, вы перерыв. Правильно, вы не назначили дату нового заседания, значит, мы имеем право здесь находиться. Мы взяли перерыв пока. Правильно. Перерыв. Тугодум, что ли? Давай попробуем зайти с этой двери. Как мы видим, дверь закрыта, но при этом дверь с другой стороны открыта, и оттуда заходят депутаты Народного собрания. И слышны голоса, как обсуждаются что-то, то есть звуки есть, значит, там кто-то присутствует в зале заседания. По сути, нас переиграли, нас попросили выйти все-таки, мы вышли, а потом закрыли дверь и зашли с другой стороны. В общем, так работают депутаты Народного собрания. Народные избранники пробрались в зал заседания через запасной вход, чтобы в нарушение закона провести закрытое заседание Народного собрания. Господа, если вы уверены в своей правоте, тогда зачем зашли в зал через заднюю дверь, а не через парадную? Через заднюю дверь обычно пробираются злоумышленники. Народные избранники должны заходить с парадного входа. Регламент Народного собрания гласит, что пленарные заседания Народного собрания являются открытыми. Любое заинтересованное лицо может присутствовать на заседании Народного собрания за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Случаи, предусмотренные законодательством, это заседания, на которых рассматриваются вопросы, относящиеся к государственной тайне. Учредительное заседание и избрание председателя Народного собрания не являются государственной тайной. Более того, Народное собрание вообще не имеет права рассматривать вопросы, относящиеся к гостайне. У Народного собрания просто нет доступа к гостайне. А если нет, то и обсуждать такие вопросы они не могут. Соответственно, априори не могут проводить закрытые заседания Народного собрания. Помимо этого, некоторые депутаты заявили, что они позволяют журналистам находиться на заседаниях Народного собрания. Стоп, дамы и господа, вы вообще о чем? Это что, ваша частная лавочка? Разве журналисты пришли к вам домой на ваше частное предприятие или на вашу частную вечеринку, куматрию или свадьбу? Это заседание Народного собрания Гагаузии, которое не просто может, а обязано быть открытым.
Если оно проводится закрыто, все, что вы там обсуждаете, незаконно. Находиться на заседаниях Народного собрания журналистам позволяют не депутаты, а закон, который защищает права журналистов и общества от самодурства депутатов. В данном случае право на доступ к информации. Общество имеет право знать, что там обсуждается и какие решения принимаются. А депутаты обязаны делать все открыто. Граждане позволили вам, депутатам, находиться в зале заседаний, пользоваться публичной собственностью, которая содержится из наших с вами налогов. Депутаты должны пользоваться этим имуществом в интересах общества. А кричать «мы вам позволяем» либо невежество, либо наглость. И никаких закрытых заседаний там не может быть. Либо вы проводите открытое заседание в рамках закона, либо покиньте зал и проводите свои междоусобчики у себя в подвалах. Депутаты вынудили прессу покинуть зал заседания. Зашли туда через заднюю дверь и заседали там 2 часа. Они заявили, что там проходили переговоры по избранию спикера. Учитывая заявление в публичном пространстве о торгах за кресло спикера и балаган, который устроили депутаты, есть основания полагать, что закрытые двери равносильны коррумпированию депутатов. Даже спустя 2 часа заседания за закрытыми дверьми депутаты не смогли договориться об избрании спикера и перенесли заседание на 28 декабря. Очень настораживает тот факт, что некоторые депутаты пытались обвинить Нокта в том, что они не смогли или не могут договориться. С момента начала учредительной сессии прошло 1,5 месяца и 10 попыток избрания спикера. Выборы прошли 2,5 месяца тому назад. Все это время депутаты не смогли договориться из-за журналистов? Мы понимаем, что депутатам не нравится присутствие журналистов Нокта. Репортеры Нокта проливают свет на то, как депутаты фотографируют бюллетени на предметы в кулачках и просят обеспечить прозрачность подсчета голосов. А еще задают депутатам важные вопросы, на которые они не могут или не хотят отвечать. Журналисты редакции Нокта отстаивают свои права и права граждан на доступ к информации. Мы выполняем свою работу в рамках закона и требуем от депутатов поступать так же, работать в рамках закона честно и во благо Гагаузии. За незаконным поведением гагаузских депутатов наблюдают не только в Гагаузии, но и за ее пределами. Вот что об этой ситуации думает эксперт Центра «Контакт» в области местного публичного управления Василий Чарик. Я думаю, что вы правильно поступили, что не поддались на вот этот напор депутатов, что вы удаляете, пресса должны удалиться. Во-первых, это выражение не совсем правильно корректно, как это удалиться. Мы же не пришли во двор кому-то там в частный дом и не зашли в частный огород кому-то. Вы пришли на общественное мероприятие. На мероприятие, которое представляет общественный интерес. Поэтому удалить прессу из зала – это самый такой образец такого недемократического поведения со стороны представителей органов власти. Был принят закон номер 64 о свободе слова. И также есть закон о печати, и есть еще и закон о доступе к информации. Все вот эти законодательные акты напрямую указывает на то, что органы местного публичного управления, да и вообще государственные органы не должны препятствовать работе прессы, не должны закрывать свои двери перед представителями средств массовой информации. И за препятствие доступа к информации, к общественно значимой информации, есть статья 71 Кодекса о правонарушениях, где там четко написано, что влечет за собой такого рода поведение. Давайте послушаем еще один комментарий исполнительного директора Ассоциации независимой прессы Петру Маковея. Я нахожусь в легком шоке от того, как депутаты Народного собрания понимают закон и как они, в принципе, выполняют закон. Так называемое решение Народного собрания запретить или проводить с закрытыми дверями, за закрытыми дверьми какое-то там заседание, оно изначально является незаконным. И я надеюсь, что госканцелярия предпримет меры для того, чтобы решения, которые принимаются таким образом, были аннулированы через суд. Люди, которые должны творить законы, они, в принципе, первыми их нарушают. И это, конечно, вопиющий случай. Повторюсь, это не первая такая ситуация. И, кстати, одни и те же депутаты Народного собрания отличаются такой недемократичной, незаконными действиями, которые не только нарушают закон, но и нарушают, в принципе, нормы поведения в демократическом цивилизованном обществе.
Я пользуюсь предоставленной вами возможностью и призываю депутатов Народного собрания понимать, что они не могут изменить законы, которые приняты парламентом Республики Молдова. Они, так же, как и мы с вами, должны эти законы выполнять. На местном уровне они также не могут принять местного закона, по которому запретить журналистам что-то там делать, выполнять свою работу. Депутаты могут быть согласны или не согласны с вашей редакционной политикой. Это не имеет вообще никакого значения. И вам, и другим средствам массовой информации доступ к заседаниям Народного собрания не то что должен быть осуществлен, он должен быть гарантирован депутатами Народного собрания Гагаузии. Говорить о том, что вы мешаете процессу, я не знаю, нахождения какого-то там компромисса, это, повторюсь, смешно, и это, в принципе, эту информацию продвигают именно те, которые блокируют решение принятия какого-либо решения. А граждане Гагаузии должны понимать, что именно тот факт, что есть такие средства массовой информации, которые вопреки всем препонам, которые ставятся со стороны Народного собрания и исполкому, все-таки информируют общество о том, что происходит. Мы с вами, граждане, знаем, что у нас есть большая проблема в этом Народном собрании. То есть люди должны, наоборот, приветствовать тот факт, чтобы журналисты там были и выполняли свою миссию. Особо хочется отметить поведение коллег-журналистов из других СМИ, которые не только не пытались поддержать журналистов Нокта, но и обвинили моих коллег в провокации. Прежде чем публиковать, возможно, заказные материалы, по меньшей мере ознакомьтесь с законом и не позорьте свою профессию. Теперь, наверное, стоит задать главный вопрос. Депутаты выбирают спикера. Если проводить сравнение со школой, то они, по сути, выбирают старосту класса. Вы застряли на таком простейшем вопросе. А что говорить о более серьезных вопросах? Ни один из претендентов на должность спикера, а соответственно и их политические группы, не предлагают никаких политических решений и политических программ. Вы ничего не предлагаете. Так что же вы делите? Вы торгуетесь за что? За стоимость голоса? Если вы не предлагаете никакой программы развития, тогда зачем вам кресло спикера? Какие вопросы вы собираетесь решать? Свои личные? Но тогда вы должны знать, что использование служебного положения для извлечения выгоды противозаконно. Хотя, что ждать от состава Народного собрания, где сидит бывший главный прокурор Гагаузии и предлагает провести закрытое заседание, заведомо зная, что это противозаконно и противоречит закону о прозрачности, за который он сам голосовал. Я, наверное, не открою большого секрета, сказав, что депутаты застряли на этом вопросе, потому что политические группы в Народном собрании друг другу просто не доверяют. Они просто боятся, что их кинут. И, судя по всему, не зря боятся, потому что точно знают, что кинут либо они, либо их. Такое же недоверие, я так полагаю, существует и внутри каждой из групп друг к другу и к своим лидерам. Дамы и господа депутаты, если вы друг другу не доверяете, при чем здесь пресса? Пресса — это зеркало, которое показывает ваше отражение. Что пенять на зеркало, если лицом не вышел? Ну и напоследок хотелось бы обратить внимание депутатов на один важный момент, о котором они, судя по всему, забыли. Прежде чем выгонять прессу из зала заседания, я настоятельно рекомендую вам задуматься о своей легитимности. Вас ничего не смущает, например, то, что в округах Виктора Петрова и Демьяна Карасиня не было явки. Люди не вышли на выборы. И это, кстати, не только в округах Виктора Петрова и Демьяна Карасиня. Как вы помните, выборы не состоялись в 6 округах. Ну а Дмитрий Константинов и его группа пусть вспомнят о том, что их лидер стал депутатом от округа Ферапонтовка, одного из беднейших сел Гагаузии. Это не его родное село, и он там не живет. Константинов стал депутатом, набрав всего 294 голоса. И, внимание, главный вопрос. Учитывая все вышесказанное, достойны ли вы, господа кандидаты, занять кресло спикера? Это риторический вопрос, но ответ на него, мне кажется, очевиден. Предлагаю депутатам задуматься об этом каждый раз, когда их головы посещает мысль о том, чтобы выгнать прессу из зала. Выгоняя прессу с зала заседания, вы подрываете свою и без того слабую легитимность.